МЧС проверила свою технику перед началом летнего сезона. Сегодня прошел ежегодный смотр готовности сил и средств подразделений ГИМС, Якутского поисково-спасательного отряда и службы спасения республики. Проверяли катера, водолазное снаряжение и все то, что придется использовать при чрезвычайной ситуации на воде, если они произойдут. Готовы ли спасатели к сезону, узнавал Виталий Абрамов. В программу смотра вошли обход строя личного состава и маломерных плавательных средств. Кроме того, проверены знания функциональных обязанностей сотрудников, техническое состояние судов и их укомплектованность. Также у нас есть, можно сказать, незаменимая вещь на этом катере. Вот. Это прибор ночного видения. Все адекватно. Мы с ним занимались, когда мы... Нормально видно? Да, конечно. Помимо Якутска, такие смотры проходят сегодня по всей республике. В 34 улусах служат более 110 инспекторов ГИМС и еще 94 внештатных работников. На счету у них числятся более 60 единиц техники. Проверка готовности к сезону у них обязательна. В итоге смотр показал, что они готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах. На данном этапе по результатам смотра готовности сил и средств можно сделать вывод, что на данном этапе как силы и средства Центра ГИМС, Якутского поисково-спасательного отряда и Якутского службы спасения Республики Саха-Якутия к выполнению задач по предназначению, а также обеспечению безопасности на водных объектах 2016 года готовы. Таким образом, все 36 тысяч маломерных судов, зарегистрированных в Якутии, будут под чутким контролем госинспекторов. Как правило, летний сезон самый жаркий в работе ГИМС. И несмотря на то, что сезон только начинается, уже находятся сорвиголовы, готовые искупаться. Наблюдается подъем уровней воды высокий. По реке несет бытовой мусор, вплоть до стекла. Вода холодная, не прогретая, могут быть судороги, порезы. В связи с этим необходимо купаться только в специально оборудованных местах, отведенных, где есть дежурство спасателей, дно очищено, и в целях избежания не купаться населения. В конце экипажи патрульных судов были проинструктированы о стоящих перед ними задачах и получили наряд задания на патрулирование водных объектов Якутии. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.